Эвелсі milli урбан ағышлар ile yaraştırılған. Çünkü o bizim tabiatımızın dülberligini, adetlerimizni ve Kur'anta degerliklerini aydınlatkan. Hiçbir milli adet nağışlanğan şeylersiz geçmegen. Kırımda kızlarını küçük yaşından başlap nağışlamağa öğretkenler. Bu ustalıkның sahibi tek kadınlar değil de erkekler de olgan. Mıklama техникасында misal olarak esasen akaylar nağışlagan. Çünkü şu техника biraz kıyın dep sayılgan. Şimdi ise bu adet joyuldu ve esasen kadın kızlarının icadına aittir. Milli nağışımızın bir техникасы sırlı ve tekrarlanmaz. Tatar işleme misal olarak özünün unikalliğinin farklana. Dünyada ona benzegen hiçbir техника yok dep sayılmakta. Bugün Miras programması nağış dünyasına alıp keti ve Tatar işleme техникасında nasıl acayip şeyler yapılğanı hakkında tarif edecek. Однажды, посетив выставку вышитых изделий, меня пригласили туда. Я была просто очарована этими изделиями. Они прям сверкали золотом. Это была техника маклама. Я тут же, не раздумываясь, записалась на эти курсы. Вот так у меня началась эта деятельность. И переросло уже в профессиональное. Меня обучала Зарима Мустафаева, талантливая мастерица вышивки, макламе. Дальше я обучилась татар-ишлеме, крымско-татарская вышивка, тоже двухсторонняя. И этой технике меня обучила Эльвира Усманова. Kırım hanları vaktinde Bahçesaray'da çeşit esnaf ve dekoratif ameli sanatının ustaları çalışkan ve yanı unikal mahsullarını meydana getirip şu zengin işlep çıkaruvni daha da yüksek dereceye götürgen. Geçken asırның 30 senelerinde ise bu yerde nağışçılar artelleri çalışkan. В 30-е годы была такая вышивальщица Адавия Эфендиева. Она считалась лучшей вышивальщицей Крыма и составляла орнаменты, вышивала для всех артелей Крыма, и даже это экспортировалось за границу. Но после того, как она умерла, ее дело продолжила ее племянница Зулейха Бекирова. Проучаствовав в каком-то конкурсе, она стала победительницей, и ее отправили учиться в Москву. Там она обучалась в высшем учебном заведении по направлению прикладного искусства. Так, в 90-е годы уже она приехала обратно в Крым, обучила какую-то группу учениц. Среди них была Эльвира Усманова, которая обучила уже впоследствии меня. И вот мы знаем, что тюльпанчик – это означает юноша, символизирует мужчину. Бадем – это девочка, роза – это женщина, коготки – это, например, защита. Вот эти символы мы узнали от Зулейхи Бекировой. Çeşit malumatlarga göre Kırım Tatarlarda 50'den ziyade nağış texnikası olgan. Ama en popüler soyları Tatar işleme, esap işleme, telli, bukme, mıklama, kasnak ve pul. Ya Tatar işleme başkalarından neyin farklana eken? Tatar işleme texnikasının analogu dünyada yok. Şu iki taraflama nağış özünün on ve ters tarafındaki aynı resmiyle ayrıca kaldıran.
Сүйімчіклер асында yok, örnek нерде башлана, ve нерде біткенini anlamak қиын. Татары-шлеме – это вообще уникальная техника во всем мире. Я не встречала у других народов такой техники. Есть, конечно, двухсторонние вышивки, и у украинцев есть, и в Турции есть, у болгар есть, они встречаются. Но там все-таки отличается немножко изнанка от лица. А вот татары-шлеме, она абсолютно идентична с двух сторон. Вот это, наверное, главная особенность этой техники. И насчитывается более 60 швов в этой технике. Там есть одиночные швы и групповые. И у каждого шва есть свое название, тоже интересные такие. Тікішлерінің адвары да пек мираклы. Көмерде, күлінчлі де ола біле. Мисал olarak көпек, кеді бажағы, йылан бағыр, қавун ашы, юзімчі, арпачықлы сыра, дениз далғасы, вейляхре. Эта техника использовалась в основном на марама, шербенты. Это головные покрывала традиционные, женские крымских татар. На учкурах – это свадебный пояс для мужчин. Платочки. Нағышланған шейлернен бағлы, халқымыз арасында çok мираклы әдетлер де бар. Издавна девушка, еще будучи девочкой, она уже начинала шить, вышивать и готовила для себя приданное. Она должна была вышить более 200 изделий. И она с 9 лет, с 10 начинала это вышивать. И туда входила и марама, учкур, кисеты всевозможные. Если парню понравилась какая-то девушка, он платочек мог бы подбросить ей или к окошку, или возле дома. Она подбирает, если она говорит ему «да», значит, она должна какой-то уголочек вышить и вернуть ему этот платочек. Если ответ отрицательный, то она не вышивает ему, возвращает. Вот такая традиция тоже была. Мираклы ки, қараманымыздың севімлі зенаты, оның тағдирыны деніштірді. İlk işi ise балабан aşk için өз kapılarını açtı. Первые мои работы были в технике маклама. Это было панно такое небольшое, крымско-татарский орнамент, древо. И в итоге в конце курса, как дипломная работа, у нас была куранкап. Этот куранкап я фотографию выставила в социальные сети. Там люди начали комментировать, комплименты, кто-то. И прокомментировал Эльдар Гусенов тоже. Так у нас завязалось общение с ним. Так мы познакомились, можно сказать. Он где-то что-то прокритиковал, но я это нормально восприняла. Я вообще хорошо воспринимаю критику, оно даже дает какой-то рост. Благодаря крымско-татарской вышивке, орнаменту национальному, можно сказать, я встретила свою судьбу. Нам часто задают вопросы, как вы проводите время с утра до вечера вместе, все время вместе, можно сказать, в одной комнате. Он в одном углу занимается гончарством, керамикой, я в другом вышиваю. Но это очень даже вдохновляет. И первые работы, естественно, я показываю супругу. И уже после его оценки показываю дальше уже зрителям. Эки истедатlı ömür arkadaş, icat etmesi devamında biri-birini doğdura, öğreti ve ilhamlandıra. Böyle ayenklik muhitinde dülber ve acayip şeyler meydana gelir. Я очень люблю старинные изделия и стараюсь изучать старинные изделия в музеях или у каких-то коллекционеров частных. Раньше я очень много делала копий старинных изделий, и сейчас продолжаю этим заниматься. Но основываясь на этом, уже составляешь сам эту композицию орнаментальную. И без этой основы не получится грамотно составить этот орнамент. Иногда я даже орнаменты рисую на керамике.
такая совместная работа происходит. Чебурек вот наверху, который висит, вот это я рисовала. Это еще мы когда не женаты были. Я его сохранила. А так на любом, и на чайниках рисовала, и на тарелках, на кружках. Земаневи вакыт Кырым татар милли нагышы жанланмакта. Onun дүлберлігі бүтін халк векіллерінің юрегіні запт эте. Нағыш орнегінің бір кувырчығы, япрачығы, ишареті өз манасыны ташый. İslam dini adam ve hayvanlarını tasvir etmeye yasak etkeni sebebinden aynı örnek ecdatlarımızın arzu isteklerini, niyetlerini aks ete. Kurçala funksiyasını yapa ve özünce geçmiş ve şimdiki vakit yapıcıklarını bağlay. Kırım Tatar milli nağışı özünün yolunda çeşit kıyınlıklarını gördü. Yani bütün gayip olmasından başlap yanıdan tiklenilmesine kadar hayatını geçti. Biz ise onun güzelliğinin gururlanabilemiz.